Дамы и господа, мы продолжаем. И Северо-Западный силовой альянс представляет вам трехраундовый бой в промежуточном весе 68 килограммов. И первым в синюгу добро пожаловать боец из Узбекистана Анвар Бурханов. Анвар представляет клуб Strong Fish. Ну что ж, а я расскажу, что у нас произошло. Произошло следующее. Изначально у Александра Осетрова, как буквально, ну, может быть, не очень хорошо говорить, как перчатки менялись оппоненты. Парень сильный, и многие с ним просто драться не хотели. Находить соперника становилось все сложнее и сложнее. Нашелся человек, готов был прилететь, и вдруг в пятницу, накануне взвешенной, в 6 вечера, мы узнаем, что он не прилетел. Ну, травмировался, бывает. И надо искать, срочно спасать бой. Кинули клич среди ребят, которые живут, тренируются в Питере. И вот Анвар Бурханов. Да, у него нет профессиональных боев. Он кандидат в мастера спорта по боевому самбо-грэппингу. Он участвовал на турнирах по ММА, я лично видел его. Парень духовитый, парень такой крепкий. Может побороться, может побить, но что самое, у него не отнять, это бесстрашие. Парень абсолютно бесстрашный, готов рубиться с кем угодно. И вот он сказал, я готов выйти, готов выручить, готов вырваться. К сожалению, он еще с перевесом вышел, поэтому ему будет показана желтая карточка, но этого не избежать, слишком солидный был перевес. И вот что мы сейчас будем наблюдать? Наблюдать мы будем то, что очень опытный боец, который бился на высшем уровне, ученик самого Александра Шлеменко, будет биться с настоящей темной лошадкой, который ранее на таком уровне не бился. Но для Анвара Бурханова это шанс. Шанс абсолютно сумасшедший показать себя. Показать себя сразу вот так вот сходу. Ну и опять же, Анвар — это человек из породы таких бойцов, которые будут биться до конца при любом раскладе. А в красный угол поднимется боец из России. Дамы и господа, встречайте, Александр Осетров. И вот он, Александр Осетров, ученик Александра Шлеменко в сопровождении Андрея Корешкова, следует к октагону. 10 профессиональных побед, всего 3 поражения. А сейчас к нам присоединился Алексей Раевский из KPF, и он с удовольствием вместе с моим коллегой Александром, коллега Александр, прокомментирует этот бой. Алексей, пожалуйста, вам слово, работайте. Ведь это опасно резать на листе материки синей пасты. Голос ушел метром, по степям больно, и я пообещал стать. Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте, Александр. Ну, скажите нам, как вам первые бои сегодняшнего турнира, как вы вообще совместно работали, несколько промоушенов сразу? Мне, в принципе, бои динамичные, интересные, с концовкой неожиданной, как у Рузибоева получилось. Вот, соответственно, для нас это впервые опыт, когда мы работаем с другой лигой. Вот, поэтому, в принципе, идет все по плану, идет штатно, достаточно большое количество зрителей, что радует. Я так понимаю, что Kingdom открыт для совместных промоушенов. Да, я даже больше скажу. Мы в данный момент ведем переговоры с двумя. Килограммов ровно. Это профессиональный дебют, но он кандидат в мастера спорта по боевому самбо и грэпплингу, представляющий бойцовский клуб Strong Fish из Узбекистана. Фото Анвар Бурханов. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 25 лет. Его рост 175 сантиметров, а вес 68 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 10 побед, 3 поражения. Он представляет Шлеменко Шторм Файт Тим и собственно Россия. Приветствуйте, Александр Осетров. Рефери поединка Олег Кучеренко. Ну что ж, Олег Кучеренко будет рефери, а Алексей нам расскажет, какие же нас еще ожидают интересные события. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими лигами и ведем переговоры с другой страной на проведение турнира. Вот, могу сказать, что это казино не в России. По поводу переговоров с двумя лигами я немного оставлю это пока в тайне. Когда конкретика какая-то будет, конечно, мы вам
все расскажем. На данный момент у нас назначен на 10 сентября юбилейный турнир, который пройдет в Тинькофф-арене. Вот. Ну и, соответственно, после данного мероприятия сегодняшнего я улетаю на переговоры. Ну что ж, много сюрпризов нам Алексей Раевский заготовил в этом году. А теперь мы посмотрим, какие сюрпризы заготовили друг другу Анвар Буронов и Александр Осетров. Как я уже говорил, подготовиться к Анвару Буронову не было никакой возможности, поскольку это темная лошадка. Как и Анвар не готовился к Александру. Но мы видим, что он смело идет вперед, прихватывает ногу и борется. Вырывается Александр. Да, у Осетрова сменили же несколько соперников. И, грубо говоря, что для Анвара, что для Осетрова этот бой на коротком уведомлении в плане смены соперника. Ну, Александр хотя бы готовился и полный лагерь провел, а Анвар просто вот накануне взвешивания вечером говорит: ну да, я выйду. Все. Даже против Александра Осетрова готов драться. Да, Александр Осетров был в карде первого турнира в истории в России Беллатора. Соответственно, да, был в карде с Федором Емельяненко. Плюс также он дрался за пояс чемпиона М1. М1 и не один бой провел, прошу заметить, под эгидой М1. Поэтому это опытный соперник, выносливый. Ну, одно его попадает. Начинается добивание, ну все, да. Ну что ж, Анвар бился смело. Да. Бился, насколько был готов человек, насколько и бился. Да, поэтому огромное спасибо Анвару, что спас бой, да, бой прошел. Согласен. Александру Осетрову спасибо за эту победу, поздравляем его. Анвару не расстраиваться. Он вышел против звезды настоящей. Что он сила? Против человека, который бился в Беллатор, бился за пояс чемпиона М1. Такое бывает. Спасибо, что такие бойцы есть с львиным сердцем. А у нас снова смена на комментаторской позиции. Матвей присоединяется к нам. Да, Саш. Алексей только пришел, расселся, наушники надел, знаешь, только хотел войти, только начал рассказывать про планы KPF, как этот бой уже закончен, и я снова тут. Ну что поделать, бывает такое. Но Анвар старался. Дамы и господа, время остановки боя минуты 47 секунд первого раунда. Техническим нокаутом до переиграния победу одержал Александр Осетров. Омск, Россия. Ну что ж, поздравляем команду Александра Шлепенко, поздравляем Александра Осетрова, а Анвару еще ни в коем случае. Он высказался на очень большой шанс. Сделал все, что смог. А в октагоне Александр Шлепенко и Андрей Корешков. Аплодисменты бойцам! Да, сам Александр Шлеменко вместе с Андреем.